Баланын тербиесіне ана-баба буюк месулиет ile yanaşmak lazımdır. Çünkü balalıktan verilgen terbiye ve bilgi gelecekte bala için büyük bir rol oynar. Şimdiki zamanımızda ekseriyetle çoğusu balalar geç laf etmeye başlay. Bazıları bir sesini telaffuz edip olamaylar. Şu meselede çoğusu hallarda ana ve baba kabatlı olabilirler. Onlar nasıl hatalar yapaykenler? Первая основная ошибка – это с младенчества, когда родители считают, что в младенчестве не стоит разговаривать с ребенком. Раз ребенок не понимает, то смысл с ним говорить. Нет, с ребенком нужно говорить с самого рождения. То есть нужно ему песенки петь, потешки петь, комментировать все, о чем ты видишь, все, что слышишь. Ведь пассивный словарь у ребенка в раннем возрасте развивается намного быстрее, чем активный словарный запас. Вторая ошибка – это наоборот, когда родители наоборот слишком много говорят, не давая ребенку вступить в диалог. Допустим, даже с младенчества, когда, допустим, мама говорит ребенку «агу», «мама», «баба», мать должна сделать небольшую паузу, чтобы ребенок как бы вступил в диалог. Она должна ему дать шанс, как будто бы выговориться. И также в дальнейшем нужно по такому же принципу строить общение с ребенком. То есть задала вопрос, дай паузу ребеночку выговориться. И задавать желательно вопросы открытые, то есть чтобы ребенок не отвечал просто на ответ «да» или «нет», а отвечал полным предложением. Третья ошибка – это когда родители ждут 3-летнего или 4-летнего возраста, когда обратиться к специалисту. Допустим, сейчас, к сожалению, такая тенденция, что очень много неговорящих детей. И вот родители ждут такого возраста волшебного, что ребенок возьмет и заговорит вдруг. Но, к сожалению, такого нет. Если ваш ребенок 2,5 года не говорит 300-400 слов, то уже желательно обратиться к специалисту, желательно к дефектологу. Ana-babalarının çoğusu balanın nutuğuna emniyet vermey. Onların fikirlerine göre balanın bazı bir nutuk defektleri bala boyu gen soң geçebilir. Lakin bu yanlıştır. Logopedlerinin aytkanlarına göre böyle nutuk hataları öz özünden geçmey ve balanızda böyle şeylerini eşitseniz mutlaka bu meseleni çözmelidir. Четвертая ошибка – это когда родители раздражаются в вопросах почемучек. Допустим, в 3 года очень часто начинается возраст почемучек, когда дети задают очень много вопросов. А что да как, а что почему? И родители раздражаются. Нет, старайтесь отвечать на вопросы ребенка спокойно. Если вы не знаете ответа на вопросы, можете сказать: а давай я уточню этот вопрос и отвечу тебе в следующий раз. Или давай мы спросим у бабушки, или давай спросим у дедушки. Потому что если раздражаться в этом возрасте на ребенка, он может замкнуться, испугаться, и из-за этого речь будет страдать. Еще одна такая ошибка – это как слова-паразиты в речи самих родителей. Потому что иногда встречаешь родителей, которые заменяют, допустим, слоги в словах, иногда употребляют окончания неправильно. Или есть такие вот слова наши паразиты, как «вот», «как бы», это как бы мусор в нашей речи считается. А дети, они же как губки, они все впитывают, и потом они в дальнейшем говорят так же, как их родители. Еще одна такая ошибка, когда недостаточность сенсорного опыта. Что это такое? Наша нервная система в детском возрасте очень нуждается в сенсорном опыте. Это осязание, обоняние, слух, вестибулярная система. И большинство родителей очень опекают детей. Они, боятся, чтобы лишний раз ребенок не упал, чтобы, если играл с песком, не взял ручки в рот. Нет, не ограничивайте ребенка, потому что чем лучше развита сенсорная система, тем лучше развита нервная система. Баланın nutuğunu balalıktan doğru koymalıdır ve şu meseleye ana-babalar öz vakitinde ciddi yanaşmak gerekler. Şimdiki zamanımızda onu logopedler tez çözebilirler. Balalarınızın inkişafına dikkatli olunuz.